К примеру, в бассейн даже. Или в речку, в море. Да, на воздушном шаре самолете Кариба. Молодцы. Так, ребят, смотрите, вы когда глубоко погружались в воду, поднимались в горы, опять же на самолете взлетали, вы что чувствовали? Ушко закладывает. Еще что? Напряжение. Напряжение. Еще как-то сдавливало. Сдавливает. Хорошо. А сейчас давайте с вами попробуем провести опыт. Положите, пожалуйста, линейку, у кого нет линейки, карандашик на край стола, так, чтобы небольшой край выступал. Вот так положите. А сейчас не сильно, чтобы не пугали друг друга, стукните по линейке. Именно тем концом, который у вас ближе всего к проходу, который у вас не находит. Так, а сейчас положите опять же линейку, но положите ее бумажку именно со стороны стола. Все, положили? Да. А теперь опять. Так, ребят. Она полетела в табле, здесь мы что можем? Воздух. А у нас вообще воздух весит сколько? 10. Итак, следовательно, тем уроком сегодня как раз здесь с вами правильно? Сказали, что нужно нам дать там взлетание в самолете. Давление. Давление, а если мы проходим с вами? Атмосферное давление. Поэтому давайте сейчас с вами запишем. Атмосферное давление. Ребята, посмотрите, атмосферное давление. Какие цели мы можем сегодня поставить, которые мы должны на уроке решить? Для чего? Для чего? Для чего давление? Еще. Как его измеряют? Как его измеряют? Еще. Какой еще есть? Можно? Как оно влияет на живой организм? Еще что? Зачем? Зачем? Оно вообще нужно, да? Еще что? Их нет, Еще что? И все, и все, какого-то что у вас еще. Ребята, смотрите, у нас ученые определили, что на 1 кубический метр воздуха нам приходится 1 килограмм 300 грамм. Опять же, судя по высоте, то есть на высоте 12 километров воздух равен 250 граммов на 1 кубический метр, а на высоте 40 километров воздух равен 4 граммам. Здесь мы какой Чем легче, тем выше воздух, тем легче. тем он легче, а воздух у нас из чего состоит? воздух. Азот, кислород, газ. У нас кислород тяжелый, тяжелый, а при движении у нас состоит на что происходит? Разряжается, еще что? Там меньше кислорода, но чем выше, тем меньше кислорода. Тем меньше кислорода, соответственно, воздух, что делает? Ну, легче становится. Ребята, поэтому мы запишем с вами. Итак, и сейчас мы проведем с вами эксперимент. Можете дома провести голову, ничего не стоите. Наливаем обычную воду. Такую обычную бумажку.
У нас показатель так. Пока мы Паша говорит, у нас где будет воздух больше? По влажным зонам или наоборот сухих? Будет выше. Почему? Что-то воздух. Вот смотри. Что у нас происходит? Здесь мы видим, что у нас вода поднимается, да, практически вся стакан. И у нас, посмотрите, насыщенная, скажем так, поверхность ниже воды. Вот, к примеру, мы утром с вами встаем, у нас начинает травить что? Краса. А если у нас тут, опять же, солнце, когда выходит, ну что происходит? Она растворяется. То есть, смотрите, чем теплее у нас воздух, тем выше будет подниматься именно влажность, за счет чего у нас будет практически испаряться. И здесь мы говорим о том, что чем влажнее, тем у нас давление. Ну, больше. Посмотрите, сухой теплый воздух. Вот мы посмотрели, да? Что у нас будет? Он будет высоко или низко подниматься? Высоко будет подниматься, а если у нас будет низкое давление, то нам что будет происходить? То есть, ну, вот, в принципе, его поверхность. Это то же самое, когда вы открываете его, например, в комнате, да? И у вас холодный воздух чаще всего людей. А нам там теплый воздух у вас на поверхности, да? Итак, давайте запишем. Здесь и определим, почему. Воздух оказывает давление на любой объект. На какой любой объект у нас может оказывать давление воздуха? Хорошо, еще что? Вот смотрите, вы сидите на стуле, то есть оказывает на него давление и атмосфера, и весами, потому что атмосфере придавили. То же самое, что тетрадка, ручка, то есть все, что у нас есть, атмосфера оказывает давление. Здесь мы можем что еще говорить? На человека оказывает давление? Да. Вот смотрите, к примеру, у нас, опять же, почему мы давление не ощущаем? У нас так у нас так и снаружи давление дается. Изнутри, то есть смотрите, возможно, он говорит, но он не говорит. То есть если бы у человека не было костного скелета, мы были бы похожи на свой мешок. А если бы у нас еще не было давления, что мы были бы? Мы же похожи были на кисель. Поэтому благодаря костному мозгу и давлению изнутри, то есть у нас атмосферное давление не раздавливает, то есть теперь мы есть такие фильмы. Итак, почему его можно чувствовать? Мы ответили на этот вопрос? Да. Итак, давайте запишем. Атмосферное давление. Это сила, с которой воздух ударит на Землю. Пример атмосферного давления и, в принципе, которое можно в местном городе показать, это что? Но смотрите, вы возьмите ручку, попробуйте по воздуху представить. Пишет? А что мы должны делать? Надавить. Надавить, то есть что мы должны делать? Ну, надавить поверхность. Приложить усилия, то есть силу принести. Что у нас ручка записала, если мы не применим эту силу, то у нас ручка писать не будет. То же самое, если атмосфера происходит. И опять же, внешнее давление у нас ровно пропорционально внутреннему давлению человека. Как мы можем измерить давление? Сможем? Воронка. Как хорошо. А у нас первый воронка будет какие? Итак, смотрите. Первая ртутная воронка у нас изобрел ученик Галилео Галилей. Это у нас выставка из Чили, 1600 году. Он изобрел первую ртутную воронку.
параметров изобрел евангелист в речи 1643 года. Итак, что представляет главный прибор? Его было заправлено только сверху. И она была полностью. Здесь мы можем сказать о том, что когда мы идем, опять же, направление уровня либо ниже, либо выше, то у нас ртутный водород гораздо разное направление. То есть чем ниже он опускался, тем что? Тем выше было уравнение, а здесь наоборот, что получается, если наоборот было выше. Смотрите, у нас получается вот здесь от 0 до 1000, да, то есть мы поставим на кубик, ну, скажем так, 1000 определений по которому мы можем все это посмотреть. То есть чем ниже мы будем спускаться давление будет ниже, так, и чем выше поднимаемся, ниже, за счет чего? Смотрите, сейчас они используются по большей части ртутные воронки на метеостанциях. Высота данной точки составляет полкилометра. Соответственно, куда-то на улице мы не пойдем, замеряйся, потому что это элементарно неудобно, что мы метровую паузу нанесем еще на да? За счет этого у нас изобрели новый прибор, точнее не изобрели, а усовершенствовали. Его перенесли, то есть если это то, что у нас есть, да, и перенесли на воронку анаэробную, то есть его перенесли из колбы, перенесли на металлическую коробочку. То есть сверху у нас есть пружина и стрелочка, которая указывает нам на цифровое само давление. За счет того, как у нас изменяется давление, то есть у нас опять же наоборот пружина, которая проходит, да, воздух. За счет чего у нас, если низкое давление, может происходить? Когда я могу быть что у нас коробочка происходит? Чем ниже давление, тем шире будет коробочка. Чем выше давление, тем коробочка она находится сжиматься. За счет чего мы будем показывать давление? Так, было найдено оптимальное давление, по которому мы ориентируемся. Наш рельеф 45 градусов, при температуре 0 градусов было определено нормальное атмосферное давление 760 мм ртутного столба. Нормальное атмосферное давление. При температуре 0 градусов, при широте 45 градусов. Здесь мы можем сказать, кто который будет меньше 760 у нас. Понятно, что выше, что выше. Итак, при движении пола каждые 10,5 метров у нас давление ртутного столба. Вот это запишем. Сейчас вот ответим, пожалуйста, на вопрос. Кто из электронных ситуаций? Это место потребует. Смотрите, когда мы поднимались на верх, мы брали с собой кислородный баллон, ничего. Потому что там, Ну, пожалуйста. потому что я говорю, Мы говорим, что можно было дышать.
что там, чем выше поднимаешься, давление как бы оно понижается, и там дышать сложнее. Дышать сложнее и самому. Даже кислорода за счет чего люди надуют собой. То есть у нас высота вес почему? Ну, сейчас еще раз Молодец, правильно. То есть, если представить, то есть на каждый из них берем 10,5, у нас в состав кислорода будет меньше, который будет ребята, это писали? Итак, у подножия горы давление равно 760 мм ртутного столба, а высота горы 4000 метров. Какое давление будет на вершине горы? Сейчас попробуйте решить это. Минутки две буквально. Хорошо. Давление будет примерно 260 мм. А как ты решал? Я сначала 4000 метров разделил на 10 и Ну, здесь помню. на 10 и отнял от 70 от 60. На кого еще есть решение, когда решал? Ты так же решил? Ну, еще решили. Там 10,5 начало. Давайте посмотрим решение, которое мы знаем. То есть 4,5 круга, 4000 метров, мы делим на 10,60 метров и умножаем на миллиметр ртутного столба. То есть у нас получается 380 миллиметров ртутного столба. Сейчас вот это давайте запишем, чтобы в будущем не забыли. Так, ребят, смотрите, у нас сейчас на столах они у вас разного уровня. То есть смотри на 4 на 5. Выберите оценку, которую вы хотите выполнять. Нет, ничего страшного, ребят, если вы выбрали каждый профайл, у вас это задание все равно на давление. То есть если вы выбрали на 5, вы делаете на 5, если на 4, то вы делаете на 4. Сейчас постарайтесь, пожалуйста, прорешать то задание, которое вы решили, на работу, вы да. И опять же решайте вы в парах. Точнее, устраивайте взаимопроверку, устраиваете вы решите или нет. Прям без точек решайте. Я вам подарю. На листочках можно прописывать решение, которое у вас есть. И опять же решайте в парах, после чего мы проверим, сколько вы задание.
вами первое место, которое вы сделали? Смотри, зачем нам надо, нет, 752, вы 350, это сколько получается? Четыреста два, мы можем записать. У нас будет ниже атмосферного давления, почему почему у нас будет низкое давление во время холодной погоды? А когда у нас холодная погода, чаще всего что происходит? Итак, и третий вариант нашего слова. Это верно. Учеников. Итак, на 5 Определить, какие следующие утверждения и какие неверны. Прочесть атмосферное давление. Атмосферное давление оказывает влияние на температуру воздуха. Это верно. Чем выше находится воздух на земной поверхности, тем больше его масса. Это неверно. Потому что чем выше, тем его масса будет меньше. Потому что воздуха там меньше. Какого? Кислород. Так. Второго воздуха. Соотнесите показания барометра с той части горы, которая оно было зафиксировано. Части горы обозначены в рисунке цифры. И первая цифра. Первая 450 миллионов. А нижняя самая? Самая нижняя, четвертая 745 миллионов. Почему разница такой? Потому что чем выше, тем давление ниже. А чем ниже, тем оно выше. Так. И третье задание, которое у нас есть. Чему является атмосферное давление на вертикальном этаже, если атмосферное давление на первом этаже составляет 740 мм от столба, а высота здания 37,5 метров. Третья единица давления указывает. Значение давления определить 70 числа. Сколько у нас получается? У меня получается около 300. Можно я? У меня получилось 346,25. Но если мы до целого сюда подаем, Да, до 10 будет. 346,3. как решаем? Можно сказать?
Так, я сначала 37,5, ну это высота здания, умножил на то, ну, получается на 1 миллиметр ртутного столба, изменяется как при подъеме на 10,5 метров. Ну, умножил 37,5 на 10,5 метров. Получил ответ 393,75. Затем я от 740 мм ртутного столба отнял то, что у меня получилось, 393,75. И получил ответ 346,25, то есть 346,3. У нас будет 737 примерно. Сначала 737,50 поделили на 10,50, а потом 700. У вас 740. Правильно смотреть? У нас будет 736 миллиметров ртутного столба. Если мы говорим 37,5, если округлим, точнее разделим на 10,5, сколько получается? То есть мы, если округлим до целого числа, то мы говорим про 64. Да? Ну, здесь даже 4. Но мы просто от этих метров отнимаем, точнее миллиметров отнимаем от 740 миллиметров ртутного столба, да? И у нас получается вот это, понятно. Итак, сейчас давайте подведем итог. Что нового сегодня узнали на уроке? Чего мы учили? Что такое давление? У нас первый Я узнала, что я узнала, что даже из 100 метров становится 1 миллиметр. Тут у нас надавала Я узнал, что воздух имеет вес. И если бы у нас воздух не было, что так, еще кто узнал? Это давит на все рельефы, на поверхность. Правильно. Если будет давление, у нас опять же как разделяется давление? Нормально давление. 60 миллиметров. А у человека давление какое? Внутреннее давление, и у нас, соответственно, какое же давление? Если у нас есть внутреннее, значит есть и внешнее. Итак, еще что-то говорили? Ну, это был переброс. То есть, например, Итак, давайте опять посмотрим. Воздух укажет давление на любой земной объект, который у нас есть, да? Атмосферное давление может сказать, что это сила, которую мы назвали. Какое у нас есть прикладное измерение? Нормальное атмосферное давление мы тоже назвали, что 760 мм ртутного столба. И атмосферное давление с высотой изменяется. У нас с высотой мы превышали с вами задачу, а мне еще остался один вопрос. То есть, которую мы научились измерять, да? Итак, и здесь еще что мы написали? Итак, домашние работы давайте с вами запишем. У вас есть параметр атмосферное давление, если не считать, это параметр
необходимо решить вопрос номер 2 в разделе более сложные вопросы. И сейчас давайте с вами скажем о том, кому понравился тебе урок. А у вас маленький человек. Так, его видите, здорово настроение всех поднялось. Итак, еще один вопрос. Что можем мы с вами делать при походе в город? Будем брать свой воздух. Тепло одеваться, у нас температура, кстати, как изменяется с На 6 на 6 градусов. У нас, посмотрите, когда мы с вами на столбах, кто большинство из вас ходилось. Те, кто не любит сходить, помощник. Посмотрите, по подложке у нас всегда достаточно тепло. Когда мы поднимаемся, у нас становится холоднее, поэтому люди приподняются, снимают себе вещи, да, и а потом, когда поднимаются, одевают халат, потому что там уже становится дышать что-то тяжелее, воздух становится холоднее. И здесь мы что можем сказать? А вот смотрите, когда, ну, возможно, не смотрели, когда у нас человек поднимается в гору, опять же, они одеваются тепло. При поднятии, опять же, вперед с часу до 3 часов дня, они, опять же, могут на снегу загорать, потому что солнце у нас ожидается в белой поверхности снега. Да? Опять же, после 3 температура падает до минуса. За счет этого у нас люди, наоборот, одеваются. За счет этого у нас происходит правильное становление, поэтому всегда при температуре всегда идите с собой теплое одежду, потому что когда вы приходите, у вас будет горный закат, либо синее положение. Спасибо за урок. До свидания. Карточки, ребята. Ну, в принципе, урок мне понравился, дети знают достаточно большой материал, который изначально должны быть с ними просто спокойно знать. И, ну, опять же, в принципе, на мой взгляд, это было достаточно интересно, как изучать работу, отвечали на вопросы и дальше, сколько я знаю, решали все правильно. Ну, опять же, форма деятельности мне была общая, за счет чего каждый понимал группу, я отвечал на вопросы достаточно. Ну, Василина, Максим, который здесь был, ну, Матвей, самый активный мальчик, ну и опять же девочка, где-то пафос. Я, к сожалению, не видела, как зовут на Марина, вторым был ее замечательно. А когда это пара была? Пара, да, пара, они опять же взаимодействуют между другом, то есть общались, опять же, приходили к единому выводу, потому что карточка давалась одна на двоих. Здесь мы говорим о том, что они должны были в любом случае решать и прийти, ну, скажем так, к итогу по правильному итогу, если совершались ошибки. А если там на разные оценки решили? Ну, на разные оценки он совершал только Максим, который у нас сидел, он решил на 4, но он опять же выделился, потому что он опять же вопрос но если это достаточно часто, то не будет активно и взаимодействовать, потому что мы будем поступать туда. Ну, сколько посмотрела, детям понравился опыт с водой, которая до сих пор у нас не стекла. То есть, в принципе, то есть глаза загорелись, интересно. То есть, в принципе, сколько поняла, не показывает это на уроках, то какие-то, ну, элементарные моменты, которые есть на уроке, которые мы можем провести, вот, не вставая со стула. То есть, детям достаточно понравилось, то есть, как это делать.
между предметными средствами, между некоторыми. Я проверяла информацию, там вроде все правильно. Это логически, да, грамматическая формулировка. Да? Есть смеется, да, здесь масса, ну, значит, тень. Грамотно немножко Ну, у нас, потому что, видите, у нас есть некоторое сохранение, опять же, в космос там написано, то есть ему также будет. ну, то есть, смотрите, в этой формулировке вы где-то взяли дидактический материал. Ну, это да, нет. Смотрите, здесь просто может быть такой нюанс. Если первая часть предложения, она на высоте 12 километров, воздух равен 310 грамм на кубический метр, да? А на высоте 40 километров воздух равен 4 грамма. И вот это вот, да, отсутствие измерения грамм на метр в кубе, ситуация меняет корни, конечно же. И вот учиться, извините, что перебиваю, я сейчас буду сказать, да, что вся абсурд, что на каждый квадратный сантиметр нашего тела, да, телевизионной поверхности, воздух ударит силой 1300 грамм туда. Сила Сейчас я сама уже запуталась. Нет, ну то, что давит именно, то есть на 1 квадратный сантиметр поверхности, да? Ну, это уже... Ну, это уже это уже Междисциплинарная договоренность. у нас просто физика курсы, у нас физика нет. У нас Светлана Владимировна, когда же упала поставлена, опыт я проводила, то есть ошибки, которые есть, она их просто поправляет и видит по-другому, что да, именно физика, это очень по-другому. У нас, в принципе, Мария Алексеевна, еще вы вот допускаете, говорите, воздух выше, воздух ниже. Либо это давление выше и ниже, либо воздух легче, тяжелее. да, вот давление в структуре, да, я такого уже сказала. И поднятие, и подъем, и подъем. Первый раз вот можно ошибиться. А вот как вы результаты оцениваете? Результаты, опять же, Ну, что вы достигли? Цель какая у вас была? цель изначально, самое первое, которое ставится, это у нас, опять же, прохождение, которое у нас ставится, цели задачи, которые люди ставят сами на руки, что вы не хотите узнать. И в конце урока вот формулируют итог о том, что они хотели узнать, в чем измеряется давление, как и чем оно измеряется, и как оно изменяется. И, опять же, что такое давление. То есть, в принципе, то, что мы ставили на урок, мы прошли с ним. То есть, да, это предметное, и здесь мы говорим уже о взаимосвязи, ну, методами, опять же, физикой, географии, и опять же, применением на, ну, скажем так, о том, как они чувствуют, то есть, давление на самое, то есть, как это вот, ну, скажем так, неформально обстановка, выражалась, как это чувствовалось. И, ну, на будущее, опять же, в поле войну, очень глубоко нырять, что он не знаешь, Видите ли здесь возможность постановки, например, исследовательской задачи? Да. На этом уроке. Ну, опять же, это должно быть заранее какой-то дни, потому что вы должны готовиться к примеру. То есть это, опять же, исследование местности с тем же самым оборудованием, которое у нас есть, вот, рядом со школой могут измерить давление, куда-то подняться, например, там, элементарно на 3-4 этаж, да? То есть есть
опять же посмотреть разные варианты, хотя бы где Последний слайд, кто будет еще можно? Как раз командное исследование. И изменения, как раз если бы вы этот момент провели, да, с исследованием, у вас появится еще один итог, конкретно, как изменяется на каждую. Да, то есть как изменяется, может быть, то есть мы можем это сделать, потому что нам надо не было куда-то уйти. А уйти